И снова здравствуйте. Четверг наступил, 22:00. Программа «Территория ночного вещания» вашему дрожайшему вниманию. Любители хорошей музыки и интересного общения. Рада приветствовать вас. Меня зовут Петр Нижинский. И сразу напомню о нашей группе ВКонтакте. Вы видите сейчас на экранах ваших телевизоров. Смелее заходите по ссылочке и задавайте свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. Сегодня у нас в гостях Радиф Кашапов и его сотоварищи. Поехали. Sabit Allah özüne sepit hem bara yaraklarga ko'rinmay boshingda ko'rinmay kerak ana xatirda qolirga oyna to'xta yo'qlar ketsin shipshar manzar kimni ishratir oyna to'xtar yo'qlar ketsin shopshar manzar kimga g'ashib bo'lar Layla kana bo'yi kular turmushi o'zida bu shaharda do'stlarni izlayanlarni keragi bermay kim kimga oyna to'xtar yo'qlar ketsin shipshar manzar kimni ishratir oyna to'xtar yo'qlar ketsin shopshar manzar kimga g'ashib bo'lar 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 Такое многообещающее вступление. Напомню, что сегодня у нас в гостях Радиф Кашапов, музыкант, журналист, общественный деятель, ну и его сотоварищи. Я так понимаю, все-таки пока группы как таковой нет. Радиф больше работает один и приглашает музыкантов. Совсем один. Волк-одиночка. Ну, в любом случае, представляй ребят. Ну это мои давние друзья. Да, мои тоже. Вот на клавишах играет Азат Яхяев, уроженец Казани. И на бас-гитаре играет Тимур Музавитов. Музавитов 2 раза, да? Он у нас из Москвы. Какая музыкальная фамилия, кстати, да, вот Тимура? Как не случайно. Да, это не случайность и не случайно, безусловно. Сколько раз я не устаю повторять. Тимур мы уже видим не первый раз на нашей программе. Он штатный. Да, он такой сессионник музыканта. Отлично, хорошо. Очень рад, что вы пришли к нам на программу. Мы-то как? Действительно, у нас такая прям некая серия пошла так татароязычных исполнителей. Это очень здорово, это очень радует. С Радифом тоже мы давно очень знакомы. И вот хотелось бы немножко как бы окунуться в прошлое. Твоя музыкальная творческая деятельность начиналась, ну, не соврать, где-то в конце 90-х, наверное, да, середина 90-х. Ну, 2000-е началось. В нулевых конкретно, да? Это я, значит, пораньше и с Азатом. Расскажи, помнишь ли эти времена, как это было, вообще, что тебя привело вот на эту стезю? Почему не пошел, не знаю, там, инженером не стал или программистом? У меня отец инженер. Поэтому эта вакансия в семье была уже занята. Вот. Нет, я приехал в Казань в 99-м, я сюда, то есть я в Челнах, на самом деле, же прожил значительную часть времени, я школу там закончил, а родился вообще в деревне, ну, это долгая история. Вот. В 2000-м я просто, мне сказали, вот
Радив, ты же играешь, песни поешь, да, тебе нужно группу создать. Это уже в Казани было? Да, в Казани. Меня отвели к Мише Вырину, который вот в «Медвежьем угле» до сих пор Да. играет. И он жил в Юдино, и до сих пор обитает, к счастью, да, и творит песни. И мне сказали, вот Миша, вот Радив, он песни поет. А ему очень нужны были какие-то люди, которые песни сочиняют. Он меня объединил такими-то школьниками, вот, очень страшными. И помню, меня там ритм-гитарист пытался побить, потому что его в этот момент из группы выгнали, в общем, там. Я ездил в это Юдино, да, я репетировал там на первоклассном оборудовании. Миша меня учил, как все это делать. То есть у меня сразу вот... Не то, что я там в подвале сидел, учил зажимать аккорды, да, это как-то вот было сразу профессионально. И мы вот несколько лет так что-то сочиняли, придумывали, и как-то все это пошло дальше. То есть вот так вот все достаточно просто да, потом я встретил Азата Маратовича Яхьяева, вот, и уж вошел в подвал играть. Да. Почему-то, да. Вот мы сейчас посчитали, просто мы с ним вот лет 14 знакомы уже. Как бы. Лет 14? Да. Да. И мы периодически пересекаемся на музыкальное вот это направление. Для меня вообще было удивительно, когда мы немножко за эфиром вот с Радифом пару фраз перекинулись. Оказывается, он был свидетелем одного из первых концертов моей группы, от которого я уже даже не помню. Удивительный момент. А как назывался первый коллектив, в котором ты играл? Первая группа называлась «Черная весна». Это в честь романа Генри Миллера. То есть, ну, я пришел, сказал, давайте назовем «Черная весна». И сказали, мы в свое время, балбесы, смеялись над этим названием. Оказывается, вон как. Ну да. Вот, и, собственно... Ну, там, собственно говоря, Black Spring прикольно звучит на английском, черная весна. Ну, она же черная. Но мне больше интересно не то, что как ты начал играть в Казани, а вообще откуда вот, ну, батя, ты сказал, у тебя инженер. Да. Мама у тебя кто Мама у меня профессия? продавец, ну, работала всю жизнь продавцом. Очень долгое время, сейчас мы на пенсии уже. Кто-то есть у тебя, ну, музыкальный, Знаешь, скажем так, я в вообще как бы, семействе? интересовался, пытался понять, вот есть у меня что-то такое. Ну, вот я знаю, что у меня дед один пел очень хорошо. Да, что у меня есть родственники, играли на баяне, но поскольку вообще все мои корни, они сельские, то есть у меня половина родственников из Рыбной Слободы, я сам, собственно, там родился, и половина из Лаишского района, и, естественно, все они деревенские, они там все пели, что-то играли. Но для меня был большой шок в свое время, я своим, значит, дедушке, бабушке пел какую-то песню народную, что-то пою по-современному, естественно, да, без всяких там. Они послушали, говорят, что-то, он говорит, как-то все неправильно, и так вдарили. Я такой смотрю на них, как бы, знаешь, прожил с людьми там всю жизнь, и тут тебе бац, народное творчество вот прям вот так вот и так показали. они бац выдают, как бы, хотя, как бы, я думал, они же такие интеллигентные люди, как бы, да, оба учителя, откуда в них это, вот они такие бац, как бы. Поэтому что-то есть, короче. Да. Вот любовь-то к музыке, когда у тебя появилась? Вот с этих пор? Ну, любовь у меня к музыке появилась, когда я в 7 лет приходил в первом классе домой и ставил группу «Кино». Какой там альбом? «Звезда по солнце». Все, у всех все как-то стандартно, я так смотрю, получается. Мне С группы «Кино» было, все пошло. Детское воспоминание такое. Там была одна кассета «Звезда по солнце», на второй стороне было «Шестиречничья Алиса». Я так слушал целый день, знаешь, пока родители не придут. Там, А что, тебе запрещали слушать группу? Нет, ну просто как бы что делать? Потому что тогда были такие дети, которые дома оставались одни. Никто нам, никаких нянек не было, во двор можно было ходить. Интернета не было, понимаешь? Никто за тобой не следил. Да, никто не следил. Мне интересно, кстати, этот же вопрос немножко переадресовать к Азату. Вот есть возможность рассказать о своем музыкальном вот начале. Ну, на самом деле, так получилось, что мы как-то параллельно с Радифом двигались. То есть, Ну, когда ты начал играть еще раньше, у тебя уже были Ну, группы. немножко. И он пришел на первый наш концерт в каком-то училище, профессиональном училище. Написал даже какой-то отзыв в тамошнем интернете. Тогда еще не было как таковой Это в блогосферы. каком это в тамошнем? В тамошнем. В тамошнем были какие-то сайты, которые сейчас уже Стенгазета. заглохли. Да, Нет, да. сайт «Другие люди», по-моему. Другие люди, по-моему, да, что-то такое было. И так случилось, мы естественным образом пересеклись. То есть был момент, когда он у меня играл на флейте в группе, я у него начал играть на клавишных. И, в принципе, именно в его коллективе я себя нашел как клавишника. То есть я не считаю себя профессиональным клавишником, но то, что я делаю для души, То есть у вас я начал у завязалась него. творческая дружба такая? Да, да. И потом его мотало, он уезжал в Питер, жил там, сям. Мы, кстати, об этом еще обязательно Да. поговорим. Потом вернулся, и мы естественным образом дальше вместе продолжили творчество. Вот и все. Тимур, и, конечно, я тебе все-таки тоже передам слово. Пару фраз, как ты начал играть. И зачем? Ну, сессионный человек пусть знает, что вот он из группы в группу кочует, а у него какой вот... Я начал играть сначала с Димой, с Нафаней, и познакомился мой. через него, вот с Азатом мы и с Радифом. Знаешь, эфир Димы на Нафаня, фане. привет. Да, и это было очень интересно. Я сначала, когда начал играть музыку, первым познакомился с Азатом. Мы с ним в одной группе играли, он там играл на клавишах. Потом уже Азат позвал меня в свою группу, и я после этого были совместные концерты с группой Радифа «Рифмы». Она была в середине нулевых.
Много нравится коллективов подход. было. Вот, видите, говорят, из Москвы на Фане вспомнил. 300 лет назад, оказывается, здесь. Давайте прямо сейчас послушаем очередное музыкальное произведение. Радиф и компания у нас сегодня в гостях. Ну, собственно, да, песня называется «После 30». Кайда барга, җитсә утызга омтылырга. Җитсә утызга, кайда барга, җитсә утызга омтылырга. Җитсә утызга менә сиңа кадак, менә дәрәсек, ертылып киттем, өзелде сүзрәк, кулларда богау. Basta perenge, olmasan desinge, olmasan desinge. Hayalar günem, inden jittim, biz batapızda, martı dep gittim. Variantlar yok, variantlar yok. Yalama bağrım, yalama bağrım, yalama bağrım, yalama bağrım ama hayda barga. Җитсә утызга омтылырга. Җитсә утызга кайда, 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 кайда. Соха. Давай дальше. Вновь добро пожаловать на территорию ночного вещания. Напомню, что сегодня у нас в гостях музыкант, писатель, публицист, активный общественный деятель, журналист Радиф Кашапов с сотоварищами. Хочется немножко поговорить, потом перейдем к музыке. И вот уже затрагивался у нас вопрос, ну не вопрос, а тема такая, что ты уезжал в Питер, да? Я помню, это произошло так вдруг неожиданно. Мы все узнали, что Радиф уехал в Питер. Почему? Зачем? Ну, просто, да, знаешь, какая Казань была в 2005 году? Она Да, такая я была, знаю. не настраивала на желание остаться в Казани, то есть она такая зависшая была, ничего как бы вроде не происходило. Ну, ты, получается, как, за лучшей долей, что ли, За поехал? лучшей там? долей, я тогда же, ну, как бы я тогда влюбился, у меня женщина уехала в Питер, да, я как-то, у меня такой был романтический период, я же, ну, тем более, это как-то был повод, мне кажется, вообще сменить обстановку, и вообще, знаешь, когда тебе там 24, 23, тебе нужно что-то менять, прям резко, а то как-то вроде уже... Есть такая проблема, когда ты в городе начинаешь как-то вот оседать. Ну, то есть ты чувствовал, что он Там начинается... круг какой-то- нормальный, ты вроде работаешь, да, Киснешь, где-то киснешь. работаешь, что-то ты там делаешь, происходит. И я так уехал, это была такая дикая встряска, когда там приезжаешь, никого не знаешь, жить тебе особо негде, да, и как бы там мне где-то вот год был такой вот адский, там непонятно, где спишь, непонятно, что ешь. Мне нравится, как вспоминается такую улыбочку. А сколько ты в Питере прожил? 8 лет и 3 года. Я почитал, это 99 месяцев ровно. То есть я также внезапно уехал, собственно говоря. Также, собственно, осознал.
Ну, потому что Москва, говорю, Казань так изменилась резко, да, вот, то есть, когда смотришь на Казань, как бы единственный город, куда хочется уехать обратно. То есть ты же не уедешь в Брянск какой-нибудь. Ну, я Все, не уеду, знаю. Может, вернусь в кому-то Брянск, комфортно, там, не знаю, вот. или в Барзамас какой-нибудь, да, или там А звучит-то Златоуст. Вот. Вот, а Казань какой-то город, но люди, куда реально вот приезжают теперь наоборот. Да, вот я вообще этим как бы вот фактом горжусь, на самом деле. Я как бы... То есть ты подождал, получается, в Питере, да, когда посмотрел Казань всё там это. Пока разрастется. Питер загнулся окончательно. Нет, ну просто... Стоит задуматься, нет ли тут связи. Да. Казань И вернулся, да? 8 лет, 6 лет осталось там, ребята, и 3 месяца. Слушай, а в Питере чем занимался? По-моему, ты как раз журналистика там тоже, да? Ну, то есть я больше там как бы, ну, здесь я начинал как журналист, там я как-то вот всерьез этим занялся, потому что нужно было браться за все подряд. Ну, тебе же нужно было искать работу, Ну, да? я искал то есть- работу, то есть, ну да, я брался там за все, я посчитал, где-то 50 изданий у меня было, где я писал всякие статьи. Ты для портала какого-то работал, да, или для журнала? Я для всего писал, то есть, ну, я тебе могу сказать, там были газеты типа «Народный совет», куда я писал там какие-то новости про Советы. скидки. Про- То есть, там, да, то есть, там, или были какие-то издания совершенно серьезные, я писал какие-то экономические статьи, например, то есть, вот, и как-то, ну, то есть я там, как бы считаю, что я там профессионально рос вот именно там. То есть я там научился писать, научился искать информацию, как-то, как вот музыкальный критик какой-то. Поскольку все-таки Питер это такой, ну, такой музыкальный город, да. Ну и- вот, кстати, вот да, об этом-то и вопрос. То есть Петербург считается, ну, во всяком случае, точно считался культурной столицей России. Давно я там тоже не был, не знаю, как сейчас дела там обстоят. Но все же, ты как личность творческая, понятно, что ты выбрал, опять же, не Москву, где ты мог писать и получать, опять же, если брать какие-то гонорары, большие деньги, логично, даже определенные советы. Ты выбрал Петербург, то есть понимая, что там культурная среда будет другая. Ну, я вообще где-то в начале 2000-х уже, когда ездил... Да, извини. В общем, 2000-х я ездил в Петербург каждый год, да, просто меня тянул туда. Я туда приезжал, просто ходил по нему, у меня вот притягивал с того влюбился времени. в этот Да, город? то есть в Москву я никогда так не ездил, даже по нему не ходил, чтобы изучать. Я как-то вот, знаешь, приехать там и куда-нибудь дальше там по пути. Ну, говорят, да, у Питера такое Вот, и свойство Питер меня есть. так притягивал, Либо ты его и любишь, когда я в нем либо нет. оказался, да, знаешь, там вот, я всегда был фанатом какой-то независимой музыки, да, я там пришел и пошел на концерт группы «И друг мой грузовик», я помню, я думал, вот как я вообще в какой жизни мог оказаться на концерте этой группы, да, и вот она выступает в каком-то клубе, там стоит 100 человек, которые вот как же я от нее фанатеют. И это меня, конечно, безумно влияло, потому что Питер, он тем хорош, что он, знаете, там есть рок-звезды, вот, они как бы на состоянии вытянутой руки. То есть, там, условно говоря, Бориса Гремячукова ты можешь встретить, условно говоря, в продуктовом магазине, да, то есть он не живет где-то там на Рублевке и не ездит на машине дорогой, а вот он как-то вот здесь, да, то есть как-то вот это вот мне всегда нравилось, и вот это, наверное, на меня влияло. Ну вот эти 8 лет в Петербурге тебе дали обрасти какими-то знакомствами, связями, опытом, в конце концов, В принципе, музыкальным, да, ну, я творческим? с многими знаком, я не знаю, зачем козырять именами, как бы, ну, Козырни. знал я людей всяких. Ну, то есть, например, не знаю, мне кажется, мы достаточно сильно подружились или там, ну, как пообщались. Но это вот изменило твое Да, само понимание мы музыки? Сева Гакель, например, который на меня повлиял серьезно, потому что он мне показал, что музыкант, он может быть вот музыкантом, не обязательно там гоняться за звездами, не становиться популярным, вот это все. В Питере вот это как раз хорошо. Ты занимаешься музыкой, да, у тебя всегда найдется слушатель, который будет там, Ну, за это тобой я следить. согласен, абсолютно Вот, и, вот согласен. это, и ты как бы начинаешь там себе изменять, придумывать песни попроще, там, или начинаешь думать, как бы что-нибудь там придумать. Вот это на меня повлияло. Можно пойти за хлебом и встретить Евгения Федорова, который катается на велосипеде и поет «Я вышел за хлебом». Радив Кашапов сегодня на территории ночного вещания с сотоварищами, как я не устаю повторять. Нравится слово Давайте, давайте продолжим следующей песней. Песня про чай, да? Про чай? Отлично. Про чай? Про чай. Так, а можно звук нам, да? Спасибо. Urman yana min kilni jiyam Tamga koyam her bulakka Küler işitile bir güne kulakta Bağı üzüldü Yarıldı tahta Kartlar mina söz eytirge bilmiler Bil üz uğrununu Hem sinin bilen Matruşka şifalı ulan Min ulmam, ulmam Min seni siyam Hem senin bilen Matruşka şifalı ulan Min ulmam, ulmam Min seni siyam Min seni siyam
Bulutlar şaban Yağmur arkalı Senin көңлең altı kıllı Senin türkün Урман белән сөйләшә Кып-кызыл төшеп кара туфракта Һәм синең белән мәтрүшкә шифалы үлән Мин үлмәм, үлмәм Мин сине сөям Һәм синең белән мәтрүшкә шифалы үлән Min ölmem, ölmem Min sine siyem, min sine siyem Напомню, от территории ночного вещания мы вернемся сюда через несколько минут после рекламы. Самая музыкальная и самая альтернативная программа на нашем канале «Территория ночного вещания». Напомню, что вы можете смело заходить в нашу группу ВКонтакте и задавать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю и его друзьям. Радив Кашапов у нас сегодня в гостях. Давайте продолжим музыкой. Мин тыңладым Suicide компактын Ватылган пиано Майлы микрофон Муен районында Атна буеттын Шины улый Бәлки булмаң Саклап кал каныңны Йоклап ятма карда Сатып ал тимер аяк Ба-да-да-да Саклап кал каныңны Йоклап ятма карда Сатып ал тимер аяк Ба-да-да-да Беркемдә бармый кинога, өйгә бергемдә кайтмый. Сорауларны уйлап чыгар, аннары җавапларны. Көне буе ишек алдыбызда җырлый. Соңга калган Болгар караваны. Саклап кал каныңны, йоклап ятма карда. Сатып ал тимер аяк, ба-да-да-да. Саклап кал каныңны, йоклап ятма карда. Сатып ал тимер аяк, ба-да-да-да. Бугын гомергә каршы сугыш, миңа каршы җәйназа. Сатып алырга мөмкин пистолет, тагын акча туздырырга. Миңа бышылдап сөйләделәр, сездән булыр авыр вакытлар. Мин курыкмыйм, син бит торасың, ин башым артында. Саклап кал каныңны, йоклап ятма карда. Сатып ал тимер аяк, ба-да-да-да. Саклап кал каныңны, йоклап ятма карда. Сатып ал тимер аяк, ба-да-да-да.
Продолжим наши расспросы-допросы. Есть у меня такая информация, вот ради, что ты издавался в Англии, выступал в Германии, Польше, Латвии. Давай разберемся поподробнее. Издавался. Вот это вот сначала о чем? Издавался. Издавался. Издаюсь. Ну, серьезно. Ну, у меня, собственно, как сейчас сказать, у меня была группа в Питере, называлась она Bye Bye Violet Tapes, то есть пока-пока фиолетовые пленки. Вот, и Ты умеешь подбирать названия для коллективов? Это мой талант. И, собственно, первый альбом мы издали в Англии, да, там на родине, по-моему, городе, где Ричи Блэкмор родился. А как так получилось-то? Ну, это же просто какую-то я передачу нашел в интернете, на радио, я написал: «Здрасте, вот там, hello, I'm from St. Petersburg, там, I wrote an album». Он говорит: ой, прикольная музыка, там, им поставил на радио, и какой-то мужчина там обратил на это внимание, он издал его. Это был какой-то лейбл, там много кто Подожди, а издавался. вы писали песни-то на английском, что ли? Нет, там были одна песня на английском была, 5 песен на русском, одна на татарском, один инструментал. Ну, как бы он сказал, ну, прикольная песня, какая ему разница, на каком языке они написаны. А то есть вы прям закинули целый альбом, получается, да, вот эту интернет-станцию? Да, он выходил, то есть, ну, как бы у нас, я так пишу, что он выходил на лейбле Parallax Rex, по-моему, назывался. А потом какой-то тур был гастрольный, что ли? Нет уж, господи. А вот подожди, ты же говоришь, что Тур у меня был, выступал. потому что я выступал, я играл в такой группе, называется Барто. Да, знаем мы Да, такую. Барто, я был их концертным директором, то есть я ввязался в эту авантюру, то есть мне захотелось попробовать себя в какой-то сфере такой, да, и я вот был их директором где-то 1,5 года, и отправлял их там города от Иркутска до Берлина, и в какой-то момент стало скучно, что они да? едут куда-то там в Иркутск, и звонят мне в 3 часа ночи, да, пьяными голосами говорят: радио, где наш гонорар? Не знаю, Я такой решил, ну, надо с ними ездить, я предложил, я говорю: давайте я буду с вами играть на гитаре, как бы, и реализуюсь как гитарист, и вот, А, то есть ты прям в состав команды вошел? состав команды, да, и мы, собственно, вот я попал в такой удачный период, когда мы делали европейские гастроли, я с ними ездил, там, в Берлине я выступал, очень трогательно было, там, в Польше, в Латвии мы вот были. Вот, собственно, вот такой у меня был период жизни. Ну, то есть тоже хороший опыт ты получил? Да, то есть этот гастрольный, когда не спишь, не ешь, орешь на всех, да. Ну, то есть, наоборот, когда понимаешь, Ну, подожди, ты же был еще и концертным да, я был концертный менеджером. директор, который при этом еще играет на гитаре и должен считать деньги и быть самым, как бы, спокойным, да, самым расчетливым. В общем, Они тебе не говорили? Вот приехал тут из Казани нас. нет, деньги мы в очень шеме. нежно друг друга любим. До сих пор. Здорово, хорошо. Я знаю, что ты также являешься еще пиар-менеджером лейбла Yummy Music. Да, у нас вот тут директор бегает, Да, мы постоянно вот поправляет периодически его микрофон. видим. Ну, то есть, да, я, собственно, когда еще в Казань собирался переезжать, я вот с ребятами начал переписываться, что есть такой лейбл. То есть да. ты стал как-то пробивать, Да, зондировать почву в наводить Казани, что происходит, да? контакты, да? То есть, ну, вот эта вся схема. Я порой вещи говорю, потом не понимаю, как закончить, пардон. Ну, то есть я начал понимать, что в Казани какая-то сцена начала формироваться, да, татарская, как бы. Я начал татарские песни писать еще лет 12 назад, там еще совсем будучи молодым. Вот, и тогда вообще ничего не было, никто на татарском не пел, и вот я смотрю, как бы люди какие-то объединяются в какую-то сцену, да, они взаимодействуют. И, собственно, вот с Ильясом Гафаром, который у нас будет в конце выступать с нами, мы будем делать такие более электронные песни. Вот, мы с ним начали там сотрудничать, и в какой-то момент я там на их студии писался, еще когда в Питере жил. И когда я перебрался, они сказали: ну давай, вливайся, значит, в коллектив, будем вместе сотрудничать. Ну, а лейбл вообще, получается, такой достаточно большой, да? Чем он сейчас занимается? Ну, лейбл, мы издаем альбомы тут, ну, как вы знаете, все группы, которые татарские, вот, приезжали сюда, приходили Плеяда сюда, серии, да. да. Ну, я так это называю New Wave Style of Татарстан, допустим, да? Это Аскары C7, C5, вот у них вышел альбом после вашего эфира, да, Нинди Ряхат называется, он доступен на всех во всех цифровых магазинах. Вот была группа Джуна, мы их тоже сейчас поддерживаем, и, собственно, мы их нашли, скажем так, ну, в татарской среде. Вот, собственно, группа Джуна говорит, что, вы знаете, в Казани сейчас только в татарской музыке что-то интересное происходит. Вот. То есть вообще какая-то система пробуждения, что ли, то есть началась, как-то да? вот, Что ну, происходит? вообще как-то вот всем что-то хочется делать, да, в отличие от других. Я же могу это говорить с большой такой высоты, да. высоты Анализа опыта. происходящего в Казани вообще там за лет за 15. Вот есть какой-то энтузиазм, людям что-то хочется делать. Ну, там. все правильно, ты же музыкальный обозреватель, у тебя Да. информация-то в этом отношении. То есть, как бы, если наблюдать, что было там раньше, то оптимизм сейчас больше. Конечно. А с чем это связано, как ты думаешь? Ну, мне кажется, вообще, как бы, сейчас люди стали больше получать информации. То есть, я помню, когда я какие-то песни пел на татарском, мне говорили, мне сравнивали с какими-то татарскими певцами. Говорю: ребята, вообще-то я говорю, слушаю группу Blur, PG Harvey и там что-то еще. Давайте меня с ними сравнивать. Ну, это Они и говорят: есть а кто это татарские такие? певцы, То есть, да? да, ну, открой интернет. То есть, например, вот Аскар, мы с ним оба фанаты PG Harvey, да, и вот, надеюсь, в моих песнях и его песнях слышно это влияние. И вообще вот эта вся информация. И ты понимаешь, что нет какой разницы, на каком языке ты поешь, в какой ты стране находишься сейчас. У тебя всегда есть выход на какую-то аудиторию.
Мне кажется, вот с этим сейчас связано, что у всех людей есть слушатель. Ну, что касается музыки, то определенно точно такие западные звучки, скажем. А ты вот как сам пришел к этой мысли начать писать на родном языке? Ну, есть такая певица Зоря Камалова, австралийская. Я с ней познакомился в 2003 году, когда мне мой редактор сказал: вот ты же музыкант, а ты знаешь, что певица Зоря Камалова? Ничего ты не знаешь, как бы ты Какой не ты прошаренный музыкант? какой-то вообще журналист. Я пошел, написал ей письмо, как бы, прям еще в интернете мы с ней. То есть, на самом деле, получается, вот Да. слушая твою историю, ничего бояться не стоит. Да, услышал, сразу пришел, написал письмо, и люди откликаются. Ну, как бы, тем более, Золя тогда жила в Австралии, она вообще не знала, никто ее в Татарстане никто не знал. И как бы ей вот отчаянно хотелось найти слушателя, она начала петь по-татарски тогда, у нее вышло несколько альбомов. Я послушал ее, потом она внезапно приехала, и у них был концерт в НКЦ. И я такой сидел, как бы, вот, знаешь, такой пришибленный. То есть Это в Петербурге, да, был? Нет, В Казани. В Казани еще, да. Я как бы посмотрел на все это, как бы вот так можно, оказывается. Ну, то есть, ну, можно. То есть до этого, что ты, когда поешь татарские песни, ты такой встаешь в один ряд с Салаватом Фатхудиновым. Да, как бы, но просто а у не людей- хочется быть в одном ряду с У Салаватом людей Фатхудиновым. есть уже определенный сложившийся Да. стереотип. А тут как бы другой стереотип. То есть вы Оказывается, его вот сейчас татарский ломаете? язык. Мы его ломаем. В сознании. Молодежь занялась этим. Вот есть, кстати, отличный вопрос по этой теме из нашей группы ВКонтакте. Музыка-музыка, вот такой вот никнейм. Есть ли будущее у татарской поп-музыки или инди-музыки на мировом уровне? Как, например, грузинская команда тут приводится. Я боюсь, правильно не выговорю. Вот, да, ты сказал. Brainstorm, Океан Эльзы, ну и так далее и тому подобное, да, которые играют стилизованную под свой национальный колорит поп-музыку. Или это все-таки очень такая локальная история? Ну, я себя как артист воспринимаю как человек, который будет там стремиться к какой-то славе. То есть я это делаю, потому что вот, ну, я иначе не могу. То есть я пытался этим не заниматься, оно из меня просто лезет, да. Мне кажется, ну, некоторые люди говорят, что татарской музыке надо, вот, чтобы был колорит, да, чтобы была пентатоника, там, что-то такое. Вот это людей привлечет. Возможно, это так. Некоторые люди, например, читают, вот Оскар говорит, что он не играет татарскую музыку, он играет татарские песни. Потому что, ну, как бы они все равно западные, да. Ну, мне кажется, в принципе, если прилагать усилия, просто больше энтузиазма надо. Вот нам всякие татары приезжают из-за рубежа, говорят: ребят, вам не хватает энтузиазма, вот чтобы вы себя прям реально поверили, что вы крутые. Мы вот видим, что вы крутые, как бы мы живем в Европе, там как бы люди вот могут из малого сделать большое, да. Давайте меняйте, короче, все. Мне кажется, что-то должно произойти. То есть, на самом деле, заявка на это уже, скажем так, есть. Ну, возможно, будет какой-то один большой артист, который всех вытащит потом, знаешь, как группа Нирвана порвала сцену, и все начали подписывать группы из Сиэтла. Такой: вы из Казани? Подписываем. Да. Ну, вполне возможно, этот вот крупный артист сидит сегодня у нас на территории ночного вещания. Напомню, у нас в гостях Радив Кашапов. Дальше больше, как говорится. Окей. Песня называется «Яз газетче яз». Эй, газетчи, кил алыбызга хәлләребез турында яз. Шәһәрнең беләзекле куллары турында язма, авылның сөялле куллары хакында. Яз газетчи яз. Яз әфәнде яз. Яз газетчи яз. Яз әфәнде яз. Банкларда кешеләр турында язма. Алданып ул сукмакка басма. Шәһәрнең асфальт юллары турында язма, авылның ишәге узалмаслык юллары хакында. Яз газетчи яз. Яз әфәнде яз. Яз газетчи яз. Яз әфәнде яз. Тын алмаслык данлык турында язма. Бакчадагы розалар турында язма. Сыз үтелгән яшьләр турында язма, көнчыгышта табибсез үлгәннәр хакында. Яз газетчи яз. Яз әфәнде яз. Яз газетчи яз. Яз әфәнде яз. Европада эшләүчеләр турында язма. Америкада яшәгәннәр турында язма.
Ертаң юғалтқан міскінер турында язма, ватанымызда тұл қалғандар хақында. Яз газетечі яз, яз әпенді яз. Yaz gazeteci yaz, yaz efendi yaz. Yaz gazeteci yaz, yaz efendi yaz. Yaz gazeteci yaz, yaz efendi yaz. Супер. Радив Кашапов у вас на территории ночного вещания. Пока наш режиссер активно будет изучать татарский язык, а наши операторы ему помогать, мы посмотрим рекламу. Вновь рада приветствовать вас на территории ночного вещания. Напомню, у нас сегодня в гостях Радив Кашапов с сотоварищем. И, кстати, одним сотоварищем стало больше. Радив, кто у нас появился? У нас появился Ильяс Гафаров, собственно, директор лейбла Yummy Music. А мы сейчас пишем второй мой сольный альбом. И вот, собственно, с него мы сейчас будем играть песни. То есть до этого мы слушали песни с первого альбома? Ну, скажем так, разными песни слушали, но это вот ближе к тому, что будет, наверное. Ну, немножко мы об этом тоже поговорим. Да. То есть сейчас будут свежаки, скажем так, и заценим, изменился ли саунд. Поехали. Келесі тоқталыш, ирек майданы, келесі тоқталыш, бәйсізлік тықырығы. Көпмә берісін сен шул хәләтін, ішін жәдейдім, түкір хам сана, тішлә басқысын. Иренерден валқанып тарқалып, ойға батып, ярыйма авыз ашырға кишләрін. Кеше ишітсә, шын хисләрне, сөлгеләр ілінген таңны көтәләр, қара құшларға қарый балкыннар. Біләсіңме бу бізнің соңғы жәй, истә қалмады һичбер көне. Һичбер көне. Безнең тормышта ике зур бәләң, аяк берсендә башы төп яры. Илһам сусавы я адам кытлыгы, сайла хәерле булыр юлың, хәер син моны. Аңламыйсың, сүзләр чүп түгел, әмма мәгънәсе югала таркала. Тавышларда бәлки кирәк аyrылырга, сөлгеләр эренгән таңны көтәләр, кара кышларга карый балконнар. Беләсеңме бу безнең соңгы җәй, истә калмады һичбер көне. Һичбер көне.
Та-дам! Да, немножко резко так получилось, оборвалась у нас композиция. Радив Кашапов у нас сегодня в гостях. Мне, кстати, очень понравилась в этой песне партия у Тимура. Просто супер вообще сыграл. Молодец, так обыграл всю мелодию. играй. Слушай, то есть это песня с предстоящего альбома. Ну, я вот решил, что надо второй альбом писать. Что касается первого, я помню, я его, по-моему, в сети как-то случайно выловил, даже ты, по-моему, мне ссылку не кидал, просто в ленте новостей послушал, прям обалдел, думаю, ничего себе, надо же как. В электричестве, причем у тебя больше альбом, ты был. Да. Сегодня мы такую акустику слушаем. Да. Я так понимаю, сейчас второй альбом пойдет в тенденцию более с электронной какой-то, да, примесью? Я так как бы говорю, но мне показалось, что там надо больше электроники. Добавить рэпа, Чуть-чуть хип-хопа. Ну, вот у нас тут стоит представитель. Мы знаем. Без него никак, да? Ну, мне кажется, просто он будет чуть другой. То есть этот был, отражал тот год, как бы. Ну, у тебя с того, получается, альбома такие какие-то прям динамичные песни, а здесь немножко такая меланхолия повеяла, нет? Ну, может быть, я так. ошибаюсь. Ну, там, знаешь, по-разному будет. Я просто некие сейчас песни выбираю, которые вот как-то на ухо ложатся. Я там хочу поэкспериментировать с какими-то вообще диссонансными вещами. Вот, собственно, вот группа Джуна у меня там будет петь частично, да. То есть такое у меня, да, у меня каждый альбом будет. это я вот привлекаю людей. То есть на том альбоме у меня было человек 20, там, из разных стран я их звал. То есть я вот всегда мечтал, что у меня друзья всякие поиграли, да. И я их как бы давал полную свободу, то есть я не говорил играть то или иное. То есть они присылали, я говорил, вживу, не вживу. Там. И вот порой я прям вскрывал меня от того, что вот что-то такое невероятное. Ты ставишь трек, ты не знаешь, что будет, да? Там просто выложил дорожки, соединил, и тут бац, такой. Что-то третье. Как это придумали они? То есть не я придумал, как это еще? Значит, прошло, да? Ну, то есть ты такой, по сути, по большому счету, экспериментатор, получается, от музыки. То есть да. тебя это не страшит, тебе это, наоборот, будоражит и нравится. Ну, мне это нравится, да. Но я вот человек, который вообще не могу, может заметить, я не могу сочинять две одинаковые песни даже. Как-то вот мне в одном стиле, я все время пытаюсь что-то там дальше сделать, что я даже не умею, да? То есть там как-то вот электроника для меня тоже немножко темный лес. Ну, хотя я, с другой стороны, очень много сидел дома раньше, вот в Питере, я сочинял вот так электронные альбомы там на коленке, да, и как-то... А сейчас я хочу... Интегралы на писал, что ли, на коленке. коленке? Потом на другую Я коленку. написал электронную. Это зависла коленка, другая коленка пошла. Вот. Я хочу позадавать вопросы из нашей группы ВКонтакте, чтобы не подумали, что я проигнорировал нашего телезрителя. Ни в коем случае. Есть, конечно, такая целая серия странных вопросов. Я думаю, это специально для тебя. Наш общий знакомый Айдар Хуснудинов написал одним из первых. Радив, любишь ли ты есть морковь? Я очень люблю морковь, хотя больше фанат редиса, на самом деле. Продолжается серия этих же вопросов. Радив, что делать после записи гениального альбома? Надо записать второй гениальный альбом. Отлично. Это Олег Бурилов, Это блиц кстати, спрашивал. Кстати, Олег продолжает задавать. Как ты борешься с постконцертной депрессией? Бывает вообще? Тебя вот Да, у меня накрывает, такая проблема не накрывает? бывает. Я так подольше отвечу, просто когда я после концерта я сижу как такая выжатая тряпка, да. Почему? То есть себя вот отдаешь всего, я А что ты не забираешь обратно? Ну, я забираю тоже, понимаешь, но дело в том, что у меня поры все открыты, и я такой очень чувствительный После бали, момент. что ли, на сцену выходишь, поры все открыты. Поры все открыты. Не То есть, издевайся, как пожалуйста. говорится по-английски, ты very sensitive Very становишься. sensitive, да, и ко мне подходят люди, что-то говорят, я такой, как бы, очень тяжело это все переживаю достаточно. Опять же, Олег Бурилов задает очень удивительный, Олег, вопрос. Радив, него что для отпуск, тебя, наверное, что просто. для тебя свекла, Радив? Просто увлечение или что-то большее? Вообще, что это за тема такая вот? Овощная началась, плодоовощная. Не знаю, может, они просекли, что я мясо не ел несколько лет. То есть ты веган? Я был, но я что-то как-то перестал. А сейчас охотно опять Вот вгрызаешься мы в с Ильясом плоть. ездили в Европу в начале зимы, да, и, знаешь, очень тяжело быть веганом с нынешним курсом евро, поэтому приходилось есть всякую шаурму. Огородик, чего, заведи. Огородик. Да, летом, Спасибо за а совет. зимой все на месте. Гузалия пишет, Радив, восхищаясь твоим творчеством, кто твой кумир и в каком образе и жанре еще хотелось бы выступать? Ну, у меня тут однозначный ответ. У меня есть кумир, это Дэймон Алберн из группы Blur, собственно, альбом 13, это вот мой самый любимый альбом, я его прямо регулярно слушаю. И вообще мне нравится, что вот он человек такой, он с утра идет в студию и пишет песни, да, то есть у него там и Gorillaz, и Good, We Bad and We Queen, и оперу он пишет, и вообще там во всем участвует, да, и вот человек-оркестр там, хочет там, идет с Фли, коллаборационирует там, и с кем-то еще. Вот То есть с ним бы ты бы вот очень с я удовольствием бы затусил, да. сотрудничал. Мне кажется, у нас какие-то общие вот есть. Напиши ему, он ответит, я думаю. У тебя так складывается. Айдар Гайнудинов Рамштайнович пишет. Радив, а ты не пробовал быть еще и художником, актером, режиссером, сценаристом, поэтом, дизайнером, спортсменом, моделистом, коллекционером? Мы почитали Выбери этот- понравившийся. Мы почитали этот вопрос, сказали, что это трек из группы Кровосток. А получился очень даже неплохо, да, Ну, такой. знаешь, на самом деле я вот очень сильно удивился. Я в прошлом году принимал участие в поэтическом слэме в Казанском, я там выиграл. И для меня это был достаточно шок. Я думал, что я как бы не поэт.
Вот, а я в нем как-то казалось, что типа я что лучше, что ли, как бы. И, Я, кстати, видел меня фотографии. это сильно смутило, на самом деле. Я помню, там даже ведущего это смутило, он надеялся на другой результат. Но публика почему-то меня выбрала. Вот, но я потом съездил на поэтический слэм и всероссийский, я понял, что этот образ жизни, который там ведут, мне совершенно не подходит. Ну, говорить мы можем долго, все-таки. Радив мой тоже коллега, журналист, не забывайте об этом. Ребят, чьи вопросы не успел зачитать, не обессудьте. Обязательно, Радив, я думаю, ты зайдешь в группу и ответишь каждому, да? Напомню, это был Радив Кашапов с сотоварищами. По-моему, очень интересная музыка сейчас прозвучит таким финальным аккордом, а мы уже откроемся следующим аккордом. Интро следующий четверг, 22:00 на ТНВ. Qara bu izlarni biz qoldirdik, ammo shunlab birda anglamayman qay vaqt qayda yo'llarimiz shulay tamga kelgan. Yartı so'zni imlab jurlayim, ovozlardan nima to'g'ri bermas. Яңгыратып уйлаганны кирәкме ул башкаларга җаным. Төн күгенә җая бәрхет, бергә рәхәт, бергә бәхет. Төн күгенә җая бәрхет, бергә рәхәт, бергә бәхет, бергә. Günler tünler bara alğa Gadilikdə şaşdı mücizələr. Nəziklənəm könülündə, Qeyrətlənəm tutsam qışağımda. Hiskə şumam şırlı ümid, Qaçdı şabab unutulub sağır. Күңелләрдә хуҗа булып, иркен ага рәхәт бәхет язмыш. Төн күгенә җая бәрхет, бергә рәхәт, бергә бәхет.